Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Трофимова Екатерина Владимировна. Я доцент кафедры профессионального и социального образования и руководитель образовательной программы по профилю психология и социальная педагогика. Сегодня мы с вами поговорим о вступительных испытаниях по основам социальной педагогики. Вы будете дистанционно сдавать данное испытание и в форме тестирования. Мы подготовили для вас вопросы, их у вас будет 25. На проведение тестирования вам будет дано 60 минут. Время, пожалуйста, учитывайте это, потому что у вас будет всего лишь одна попытка. Минимально вы можете набрать 40 баллов и максимально 100 баллов. Конечно, мы желаем всем нашим абитуриентам набрать большее количество баллов. В структуру наших заданий мы включили следующие разделы по основам социальной педагогики. Это педагогика социального развития человека. Большой раздел будет касаться семьи как первичного института социализации. Конечно же, мы затронем теорию вопроса и такой раздел, как основы виктимологии. Программа эта выстроена в соответствии с программой, которые вы изучали в рамках среднего профессионального образования по данному направлению. Далее, обратите, пожалуйста, внимание, что для того, чтобы вы прошли тестирование в дистанционной форме, вам будут выданы логины и пароли. Эти логины и пароли будут вам отправлены на электронную почту. Чтобы не пропустить данное письмо, мы советуем вам заглянуть в папку «Спам», потому что иногда наши письма попадают туда. Далее, после того, как вы зайдете под соответствующим паролем в свой кабинет, можете поменять свой пароль для того, чтобы он был только ваш, вы им распоряжались. Далее, посмотрите, пожалуйста, что перед каждым экзаменом вам нужно будет сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где будет хорошо видно ваше лицо и главный разворот паспорта, там, где есть фото и ваша фамилия. Далее, запомните, пожалуйста, что время, которое будет отведено вам на прохождение испытания, ограничено. Еще раз, да, это 60 минут, и у вас будет всего лишь одна попытка. Далее. Обратите внимание, что в конце консультации, которую я сейчас проведу, будет дана пошаговая инструкция сдачи вот этого вступительного экзамена. Посмотрите, пожалуйста, чтобы сориентироваться в том, какие будут вопросы, когда будет проходить вступительное испытание, наш сайт будет вам в этом очень хорошим помощником. Да? То есть на сайте в разделе «Абитуриенту», в разделе «Документация» есть и расписание консультаций, и программа. Обратите, пожалуйста, внимание, что расписание экзаменов включает также дату консультации 21 июля и включает в себя время консультации. Например, вот 23 июля для тех, кто подал документы с 20 июня по 20 июля, вступительные испытания будут проходить с 10 утра до 10 вечера. Что это означает? Это означает, что вы можете, начиная с 10 часов, в любое время зайти на сайт и выполнить тест, который включает, повторю, 25 вопросов. Но не оттягивайте время прохождения тестов до 22 часов. Как минимум в 8 часов это будет крайний вариант, когда будет удобно и корректно и правильно зайти и сделать ваше задание. То есть как минимум за 1,5 часа, не позднее. Далее, для того, чтобы вы могли качественно подготовиться к вступительным экзаменам, мы подготовили программу, которая содержит разделы основные, о которых я уже сказала ранее, и содержит примерные вопросы. Программу экзаменов вы можете также найти по ссылке, а можете перейти на нее из раздела «Расписание». Вот таким образом выглядит программа. И обратите, пожалуйста, внимание, в конце программы есть список литературы, который мы рекомендуем вам для подготовки. Это учебники, традиционные учебники, классические для среднего профессионального образования, авторы Василькова, Мордахаев и вот достаточно новый последний учебник «Социальная педагогика» под редакцией Торохтий. Этого будет достаточно.
Далее, как выглядят сами задания? Задание сформулировано таким образом, что нужно будет выбрать один правильный вариант из предложенных, как правило, 4 или 3. Обратите, пожалуйста, внимание, что задание предполагает только один правильный ответ, да, который вы должны будете выбрать. Ну, например, да, вот на этапе дошкольного детства ребенок осваивает социальные нормы роли через... Да, и мы заканчиваем предложение, выбирая один из вариантов: игровую деятельность, общение со сверстниками, активное познание законов жизни, либо самосовершенствование. Ну, вы знаете, да, что дошкольники, и основной вид их деятельности — это игровая. Далее будет достаточное количество вопросов, которые потребуют знания нормативной базы, да, социальной педагогики, в частности, семейного кодекса. Далее, посмотрите, пожалуйста, есть вопросы, которые сформулированы таким образом: исключите лишнее, да? То есть вам нужно будет найти неправильный ответ, да? То есть то, что не входит в основные разделы социальной педагогики. Далее, будут вопросы, касающиеся знаний истории социальной педагогики, ну, например, когда возникла социальная педагогика как отрасль научного знания, да, мы тоже с вами это все знаем, на рубеже 19-20 веков. И еще обратите, пожалуйста, внимание, что будут вопросы, которые содержат как вариант ответов, один из вариантов, все ответы верны. Ну, у нас, да, не обращайте, пожалуйста, внимание сразу на этот ответ, потому что он может быть неверным. И вот в данном случае, да, я показываю на слайде, что ответ как раз будет другой. Ответ будет другой. Так, ну и... Хочу сказать, что вы можете обращаться ко мне за консультациями. Адрес электронной почты указан и мой телефон. Пожалуйста, в день консультации отвечу на интересующие вас вопросы. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения.
В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.